Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлун Данайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Как я вам говорил, сегодня продолжаю работу в Москве. Сегодня состоится очень важная с точки зрения перспективы встреча, но об этом расскажу в следующих своих видеообращениях по результатам этой встречи. А сегодня у нас замечательный праздник День космонавтики. 12 апреля 1961 года наш русский парень Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый космический полет в истории мира и облетел Землю. Конечно, это особенно сегодня актуально на фоне того, что сегодня все, что русское, сразу красится в черный цвет. На самом деле мы первооткрыватели, и при этом не только в космосе, но в космосе это первый полет, это особенно важно, потому что именно с этого первого полета началась вся космонавтика. Космонавтика и тогда еще в СССР, и в мире, потому что все ориентировались и все сверяли часы, сверяли курсы именно с нашей космонавтикой. Безусловно, сегодня мы продолжаем удерживать лидерство в освоении космоса. Мы, современная Россия, и нравится это кому-то сегодня или не нравится, это именно так. И летают сегодня на МКС на наших двигателях и на наших космических кораблях. Поздравляю с этим замечательным днем всех, кто имеет отношение к космонавтике, и тех, кто строит корабли, и космонавтов, кто летает, и тех, кто огромная армия, кто обеспечивает безопасные космические полеты. Всех с праздником здоровья и космических высот нам именно в освоении космоса. Теперь два слова по тому, как продвигается оснащение современным медоборудованием в наших районных больницах. Расскажу о Княж-Погосской ЦРБ, потому что именно там мы запустили сразу несколько современных аппаратов, сейчас расскажу о них, но сделали это не просто поставили аппараты, а поставили аппараты в новое отремонтированное помещение, то есть комплексный подход. Как я всегда говорю, что мы не просто делаем одно, а потом начинаем там ремонтировать. То есть мы загодя отремонтировали все помещения, а сегодня вот установили оборудование. Итак, новый флюорограф, новый маммограф, общая стоимость более 19 миллионов рублей, но, конечно, не в деньгах дело, хотя их тоже, эти деньги, нужно всегда найти. А самое главное в том, что это новые современные цифровые аппараты, это очень важно. Во-первых, цифровой аппарат дает очень малую дозовую нагрузку, а это очень важно. А во-вторых, он имеет огромную возможность архивировать. То есть не нужно повторно делать снимки, потому что все снимки предыдущие в архиве. И самое главное, что эта цифра дает совершенно другое качество картинки. То есть доктору без труда, если вдруг там завелось новое образование, без труда удается увидеть, что действительно у человека беда и нужно немедленно принимать меры. Вот сегодня такое оборудование заработало в Княж-Погосте, это очень здорово, и это сразу выводит ЦРБ на совершенно другой уровень диагностики, а соответственно людям дает возможность ранней диагностики, в первую очередь онкологии, и соответственно совершенно другого качества жизни после проведенного лечения на первых стадиях выявленного заболевания. Теперь по лесопользованию. Это важный для нас вопрос. Наша республика лесная республика, и поэтому несколько цифр для начала. Итак, в 2021 году Республика Коми увеличила доход от использования лесов, и в бюджетную систему страны поступило денег на 900 миллионов больше по сравнению с 2020 годом. Это очень важно, потому что на самом деле взаимосвязанные вещи, доход от использования лесов, он складывается из денег, которые поступают как в республиканский бюджет, а всего мы за 2021 год заработали, так скажем, на лесоиспользовании более 4 миллиардов рублей, из которых, вот я сказал, в федеральный бюджет поступило 2 миллиарда 300, остальные 1 700 000 остались в бюджете республики. Так вот, как раз на 900 больше, это как раз средства, которые вкупе поступили вот от лесопользования. Это очень важно. Ну, я уже сказал, что для региона лес – это наш ключевой
фактор экономического развития, экономического роста. На протяжении последних лет в регионе ведется многоцелевое использование лесов. Заключено более 3000 договоров аренды лесных участков. Это очень важно, потому что лес должен заготавливаться только в белую. Да, мы говорим о том, что у нас практически нет черного лесорубства, и поэтому это очень важно, что мы наращиваем именно объем белых договоров, а не левых. Далее договора не только на заготовку, это договора для недропользования, это договора для строительства дорог, линий электропередач и других целей. Газопроводы те же. Ну и не фокус вырубить лес, да, хотя это тоже очень большая задача и большая работа, но лесовосстановление – это не менее важная задача, и мы с ней очень успешно ее выполняем. Какие у нас планы? Планы к 2024 году: 100% от лесов, которые мы вырубили, мы должны провести лесовосстановительные работы. Мы в шаге от этой цифры 100%. Сегодня мы восстанавливаем 94, почти 95%, 94,7% от всех вырубленных лесов. Поэтому нам действительно, может быть, даже мы так поднатужимся и там выполним этот не в 2024, а в 2023 году. Просто нужно всем действительно, каждому поучаствовать в высаживании маленьких саженцев, для того, чтобы действительно сказать, что я тоже к этим 100% восстановительных лесов принял участие и приложил руку. Я вот еще скажу по цифрам: 59 тысяч гектаров это засажено силами арендаторов именно лесовосстановления. Вообще выполнено на площади почти 45 тысяч гектаров. Вот и я сказал о тех задачах, которые перед нами стоят. К 2024 году 100% лесовосстановления проводить от вырубленных лесов. По эпидобстановке. За сутки мы чуть снизились. У нас сегодня 89 случаев. Вчера, я вам говорил, 95. Ну, тенденция к снижению — это хорошо. Будем наблюдать и дальше. На первое место у нас, к сожалению, вышла Воркута. На сегодня топ. Отрицательные 36 случаев из 89. Сыктывкар далеко позади с 17 случаями. Но вот то, что я говорил по занятым койкам, мы все-таки начали сокращать койки, потому что простой коек — это деньги из бюджета, на ветер, что называется. Мы должны держать вот этот 20-25% разрыв между занятыми и развернутыми, но этот процент должен постоянно корректироваться. У нас сегодня развернуто 450, а занято 290. Вчера, вы помните, я говорил, 291 была койка. Ну, в общем, пока не статистическое снижение, 290 коек — это все-таки не 100, но будем наблюдать за этим и, конечно, более качественно лечить с тем, чтобы койки быстрее выходили из-под тяжелых пациентов. На сегодняшний день у меня вся информация. Будьте здоровы, уважаемые жители республики. До следующей встречи.